Каждый ансамбль хочет стать лучше с каждым годом. Вот и мы решили выступить и получить звание образцового коллектива. Гора новостей отправилась в Дом культуры Яткарь, ведь там проходит концерт, а точнее становление образцовым коллективом. Вокальная студия разделена на две группы – фантазеры и мечтатели. У каждой из них свои песни и костюмы. Эмилия, расскажи, как мы готовились к этому мероприятию? Ежедневно мы ходили на репетиции, занимались в зрительном зале, также в зеркальном зале, собирались полным составом. Эмилия, расскажи, чему посвящен наш концерт? Нашему ансамблю всего 7 лет, и мы решили добиться каких-то целей, пойти на такой поступок, занять звание образцового коллектива. Чтобы забрать звание, нам нужно подготовить песни на разные тематики – военные и патриотические, спокойные и веселые. Также нужно, чтобы присутствовало многоголосие. Только если все эти правила будут соблюдены, нас допустят к защите. Какой репертуар у нашего коллектива? Я хожу в младшую группу «Фантазеры». Там мы поем различные песни из мультфильмов и разных певцов. Вероника, как ты думаешь, как пройдет наше выступление? Я думаю, что мы займем звание образцового коллектива. Я волнуюсь за то, что вдруг мы выступим неправильно или что-то произойдет не так. Вероника права, после концерта мы забрали звание и стали образцовыми. Это очень круто, потому что мы стремились к этому 5 лет. Благодаря нашим усилиям мы теперь можем участвовать во всероссийских конкурсах и ездить с номерами за пределы Башкортостана. Все ребята волнуются, потому что, чтобы получить звание, нужно выступить на ура. Дальнейших им успехов! Адель Гельманова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.